Крыма. И вот сегодня по этой программе, которая называется «Дни Крыма», я нахожусь в Казани, мы подбирали для вот этих мероприятий, для Дней Крыма, те регионы Российской Федерации, из которых будет в этом году осуществляться прямое авиасообщение. По 9 регионам Российской Федерации у нас проходят Дни Крыма, где мы, в общем-то, презентуем туристский и санаторно-курортный потенциал республики. Ведется ли работа с хозяевами, крымскими татарами, с хозяевами отелей? Есть ли какая-нибудь реклама, чтобы, например, нам, татароязычным туристам, интересно было бы, например, у них жить? И второй вопрос, есть ли в Крыму халяльная индустрия туризма? Еще раз. Халяльная индустрия туризма. Для нас, например, это очень важно. Но говоря о крымско-татарском населении, я просто справочно вам скажу тоже, что в Крыму проживает на сегодняшний день по последней переписи 2 миллиона 285 вот так, тысяч населения. 11% из этого населения составляют крымские татары. На территории Республики Крым находится порядка 300 действующих на сегодняшний день мечетей. Вот, и согласно Конституции Республики Крым, на территории республики 3 государственных языка. Это русский, украинский и татарский. Что касается гостиниц, то, ну, скажем так, эти гостиницы, говоря об их географии, находятся в местах, скажем, компактного проживания крымско-татарского населения. Например, большая их часть находится в Судаке, в Алуште, в Евпатории. Говоря о самих гостиницах, наверное, там специфики какой-то татарской нет. Есть специфика в экскурсионных турах, есть специфика в посещении, скажем так, мусульманских святынь. Там, да, там вот туроператоры в этом, они это разделяют. Я вам дам визитку свою, да, я вам дам визитку свою. Ну, вот, и там есть на сайте раздел экскурсионные маршруты и объекты экскурсионного показа. Вот. Но опять же, там не выделено отдельно, вот как. Ну, мы сейчас просто на опыт вам сказать, что практически нет обращения от наших граждан, которые хотят знать, где действительно куда можно поехать отдыхать, чтобы было халяльное питание. К нам, в Казани, таких вопросов гораздо больше. Например, мы сейчас очень активно в турецком направлении продвигаемся, приглашаем турецких туристов. Это основной вопрос туроператоров из Турции. Но что касается вот этого вопроса, действительно, может быть, стоит нам проговорить с турагентствами нашими казанскими, понять, есть ли такой спрос, чтобы удовлетворять его. Вот пока нету понимания, пока нету понимания, да, того, что вот эти потоки существуют, мы их пока не видим. В сезон, то есть высокий сезон, то есть начиная с конца июля, там, середины июля, начало августа, стоимость авиаперелета из Казани до Симферополя и обратно, и Аэрофлотом, и Грозным авиа будет стоить примерно от 17-19 тысяч рублей для обратного человека. Более 6 миллионов человек мы принимали в Украине, когда были. А в прошлом году было принято более 3 миллионов, 3 миллиона 300, 3 миллиона 400. У нас всегда потоки, и когда в Украине мы были, распределялись следующим образом. Первое место занимали украинцы, то есть жители Украины, которые приезжали в Крым. Второе место это были россияне, и потом уже были вот те категории туристов, о которых вы говорите, то есть туристы из дальнего зарубежья, из Прибалтики, из Турции у нас был прямой рейс. Поэтому говорить о каком-то там буме или хотя бы незначительном возрастании количества туристов из европейских стран на сегодняшний день не приходится. Тенденция этого года такова, что гораздо меньше людей к стране с предыдущими годами планируют зарубежные выезды, планируют туры в Турцию, туры в Египет, в Испанию, по нескольким причинам. И гораздо больше интереса мы видим к Краснодарскому краю и к Республике Крым особенно, потому что Краснодарский край, в принципе, такое традиционное направление для наших жителей, а Республика Крым второй год вызывает действительно очень большой интерес. И практически ежедневно даже нам Государственный комитет звонят жители нашего города и спрашивают, что как можно поехать в Крым, какие турфирмы, какие гостиницы. На сегодняшний день у нас 2 авиакомпании заявили о своей готовности выполнять рейсы в Крым. Это авиакомпания «Грозный авиа» с 17 июня 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. И авиакомпания «Аэрофлот» на бортах оренбургских авиалиний. Они планируют с 20 апреля начинать свои рейсы 3 раза в неделю, в понедельник, в среду и
в пятницу? Папина, но есть проблемы с дорогами, есть проблемы с транспортом, вот, есть проблемы с горно-лесной зоной, скажем, там, с маршрутами в горно-лесной зоне, с дорогами, опять же, там. Вот, есть проблемы с пляжами, с пляжной инфраструктурой.